17 августа 2020 года. День необычный, поскольку сегодня исполняется 175 лет со дня рождения Русского географического общества. Это праздник большой. И сегодня, в этот день, впервые в истории отмечается День географа, Всероссийский день географа. С чем поздравляю всех географов и причастных к географии. А сегодня мы поехали в Ешурбогинский район по гранту Русского географического общества по исчезнувшим деревням района. С нами едет профессор, доктор биологических наук Ильминских Николай Геннадьевич. Где надо туда вступить? Конечно. Идем знакомиться с местными краеведами. Краеведами Ешурбогинского района. Нет, понятно, но воровать они всегда вместе жили. Не отдельно. Вот оказались в архивном отделе района. Вы что ли из Ливари? А как вас зовут? Николай Геннадьевич, Ильминский. А, да? Я так поняла, что очень тема считающих деревень тоже нас интересует, и Петропавл, изучает боль нашего общего. Краеведческий музей Деревня умирает, пишет и занимается изучением Бодинского района. Списки деревень, конечно, это вот давнешний, а так у него тоже обновления есть. Николай Геннадьевич, мы куда приехали? Это что за место здесь? Похоже, когда деревня была. Это место бывшей деревни Прыть. Прыть, она располагалась ближе к Бугородску. Бугородску сохранился сейчас. А Прыть, хотя и дорога уже была, тем не менее, тенденция к тому, что народ стал уезжать, постепенно она усилилась и деревня кончилась. Прыть деревня была такая лесная, она была близко расположена к лесопунктам, в частности к новостройке и 13-му, и поэтому здесь народ, как бы мужская половина населения, она могла заниматься и лесным хозяйством, да, лес рубили, по ленд-лизу американцам сдавали, и занималась сельским хозяйством, и лесом кормилась. С этой стороны от деревни к западу огромный Кабаковский лесной массив, казна, как мы раньше на народе называли. Прыть, он был на дороге, и дорога была малозначима на старой Вятце, и поэтому часто была непроезжая, и поэтому в конце концов народ сюда уехал. В таких местах, как Прыть, фермер устраивается обычно, да, потому что удмурты селились не просто где-нибудь так. Должны были быть почвы более-менее благородные. Здесь почвы или деградированные серые лесные почвы, или фрагменты серых лесных почв, потому что липа здесь присутствовала в большом количестве. В 70-е годы здесь было 10-12 домов, если живых, крепких хозяйств, а потом они эти деревни население ушло. Скорее всего, в 90-е годы, да? Окончательно, я думаю, последние жители где-то в 90-е годы, наверное, уехали, да. Вообще, продолжаю, старые такие деревья, и издали можно по ним судить о том, что здесь когда-то была деревня. Это или крупные очень березы, или крупные вот такие лиственницы, тополя. И деревни, где были, там всегда должен быть родник, потому что удмурты селились всегда около ключей родников. Скорее всего, родник там где-то. Да. Нет, тут родник, он со срубчиком устроенный, недалеко от дороги. Наверное. Вон. Мы находимся на одном из выдающихся мест Удмуртской республики. Называется место Удга-Гурещ. Удга-Гурещ – это Пургинская гора, переводится. Место очень высокое,
По всем абсолютным отметкам занимает 4-е место в Удмуртии по высоте. Где-то более 300 метров, наверное. Да, да. И здесь можно бы по периметру будет только леса мешают. На этом месте левее располагалась старинная деревня Лозоворцы. Во времена моего детства она еще была жива, существовала, там мы занимались сельским хозяйством. И один старик мне говорил, что там даже были драки за участки земли, потому что земля очень была плодородная. Там местами даже до сих пор попадается орешник. Это показатель богатых почв. И там клубничники. Народ издалека ходили специально ведрами, собирали клубнику. Задушиться издалека ходили. Впереди, на горизонте, уже виден будет Воровай, он уже недалеко отсюда. И здесь место очень было такое намыленное. И намыленное, раз я сказал, дело в том, что видите, впереди поле, островок леса. Такие островки леса не трогали, не рубились. Они назывались керемети. Керемети, то есть молельные места. Туда заходили только босиком. Женщинам вход был запрещен. И удмуртские шаманы своим богам там произносили какие-то заклинания, просили о хорошем урожае и так дальше. Вот такие керемети их удмуртии создали. А места, земли здесь очень плодородные, и место еще интересно тем, что здесь по сути мы располагаемся на водоразделе крупнейших рек Европы. На месте бывшей деревни Сундосур. Это очень старинная деревня, и она родоначальница многих других деревень, которые пришли позже. Ведь как раньше было, семьи были большие, старший сын женится, приведет сноху в дом, да, тесно становилось, в конце концов, деревни, то есть дети старшие, женатые, уходили от этой деревни в ближайшие места и организовывались так называемые починки. Вот. Таким же образом образовался и Воровай. Сундосур — это, так сказать, прародительница деревни Воровай, которая сейчас стоит, благоденствует. А Сундосур закончился. Я смотрел в публичной библиотеке в Питере книгу «Города и селения Российской империи». Там в Вятской губернии посвящен целый том. Там Воровай уже был, но он был маленький, 7 домов. А Сундосур был где-то 16 или 18 домов. У них там глубоко в логу мощный очень ключ. Удмурты, я повторяю, селили еще около родников, ключей. Да, и поскольку раньше самогоноварение было запрещено, коллегиально, дружно все в этом логу, в этом ключе варили самогон. Кумышку, да. В этой деревне происходило много интересного. Все дети приходили пешком в Воровай в школу на учебу. И вот я помню, еще маленьким у них был клуб в Сундосуре. И представляете, стол, за которым в клубе все играют, да? Ну, кто в домино, кто что. Огромный стол стоял, и из одной доски сделанной, столешница была из одной доски. Ширина была. Да, ширина, это можно представить, какие были в старину огромные деревья. Сундосур был сельскохозяйственным, конечно, таким предприятием. Деревня была удмуртская, чисто удмуртская. И она поставляла, повторяю, многие другие деревни около Сундосура, как дети
турские пошли, начинали. Переселялись. Переселились, но их сейчас полно уже нет. Вот на этом интересном месте, где стояла деревня Хундашур, мы сейчас и находимся. Николай Геннадьевич, в переводе на русский язык Хундашур что означает? Ну, Хунды это солнце, Шур река. Это солнечная река буквально. И вот и зимой в стужу дети пешком ходили в школу. Я тоже 2 километра ходил каждый день. У нас некоторые 8 ходили, Иван Иванович. Находимся в Воровайской средней школе. Вот такой у них прекрасный двор оформленный. Есть буресь. Есть буресь. Я сын Геннадия Ивановича Ильинского. Помните такого? Как не помнить? Мы ведь вместе работали. Как Я под одним потолком, под одной крышей в одном доме. Один был председатель, другой секретарь. Да. Вы же с моим папой тесно сотрудничали. Да. Александра Минеевна, мы исчезнувшие деревни тут и ходим, изучаем. Вы, наверное, исчезнувшие деревни помните хорошо тут все. А вот свою Шихмина я буду рассказывать. Давайте расскажите, У что там меня в даже, деревне была знаете, что такая. есть? С набросов я хотела вышить, не сумела долго вышивать, тогда еще было некогда, а теперь уж не вижу. Наделала я аппликации по Шихмина, я в деревню, правда у меня не вся крупно сделалась, так не вышло, но где родилась моя Катя, где родилась рядом Любовь Степановна, эти дома даже у меня есть. Да. Вот я, значит, из деревни Шихмина. А когда она исчезла-то? Давно уже, да? 60-е годы? Ой, она давно исчезла, так 50, где-то около 60 лет. В конце 50-х годов, В да? конце 50-х. Как и перспективная деревня, наверное, да? Она, это, сначала, значит, у меня переехали, отчим у меня был, и родители-то переехали в Шалабаны. В Шалабанах доживали, а то их уж похоронили. Шалабан потом это исчезли. Меня никто не обижает, никто, Дусенька. Чуть не громко Так я она- не слышу, да Катя Она скажет, защищает, да? она сразу и дома идет, боится, думает, меня кто-то увидит. Мне вы хорошо выглядите. Вы с какого года рождения? Я 26-го года, 4 мая. 26-го года. Только мне ушли. Да? Дай Бог еще дольше прожить. Долго жить. У меня дедушка был удмурт, смешанная семья была. Он 105 лет жил. А отец у меня жил, он был уже тоже половинчатый, как я. Но у меня вся родня, вся семья половинчатые. Теперь сидят я тоже внукчатые эти. Вы работали в колхозе? Я работала. Мы ведь вот так молотили. Я счетоводом работала. Теперь, значит, мешки носить, и все, учет вести. И счетовод я была, Шихмина была Евдокия, кладовщиком. И 3-4 старухи 70-летние, вот мы молотили. Целыми, как говорится, почти сутками молотили. Все это зерно на нас ездило. Николай Геннадьевич, вот мы в деревне Филимоновцы остановились, вот дорожный знак указывает. Да, остались, видимо, здесь старые разваленные дома. Раньше что собой представляла эта деревня? Поскольку Воровай, тут ваша родина, совсем недалеко, наверное, много можете рассказать. Да, деревня Филимоновцы, она буквально в 2 километрах от моей родной деревни Воровай, где мы сейчас были. Филимоновцы была крепкая такая деревня, и у нее название, я что хочу сказать, Филимоновцы, да.
к овцам никакого отношения не имеет. Деревни Архипята, вот такие вот названия, Протия, Сидоренки. Это были староверы, которые, гонимые властями со стороны Великого Устюга, шли в наши края удмуртские. Здесь было тихо, царские власти до них не добирались, и они здесь заселялись. Находили места среди удмуртских деревень, заселялись, и который у них был главный проповедник, на их получаться был Филимон. И поэтому остальные последователи филимоновцы. Вот так образовалось. Хотя название вот такое, но в конце концов, в силу разных причин, деревня потом стала удмуртская. А так изначально, конечно, она была староверская, русская. Деревня характеризуется тем, это интересная особенность, что у них дома были с этой стороны, живые дома, вот остатки строений. А с той стороны домов жилых не было. На той стороне у них были только ямы для картошки, какие-то сараюшки, еще что-то. На той стороне не жили. Потом я задаю вопрос. Я еще был маленький, папа, а почему, говорю, вот так тут деревня такая? А был, говорит, пожар, сгорели, и впредь на случай пожара, чтобы, если деревня сгорит, дома сгорели, да, хотя бы, чтобы ямы там, постройки, что-то хоть осталось там перезимовать, чтобы где-то можно было. Вот исходя из этого, архитектура такая, деревни Филимоновцев такая необычная. На случай спасения, случая пожара, пожары бывали часто. Вот они вот таким вот образом улицы, да, и корм скоту оставался, и сами спасались. Так что надо было зимовать. Деревня была интересная тем, что здесь они очень много разводили яблок. И воровайские мальчишки бегали ночами в эту деревню 2 километра всего на велосипедах или пешком воровать яблоки. Тогда во всех Филимоновцах поднимался гвалт, местные чувствовали, что воры пришли, спускали собак. Вот это было интересно, ну а деревня была тихая, спокойная, и народ был радостный. Но сейчас вот, к сожалению, деревня кончилась. Мы находимся здесь на месте бывшей деревни Лумпово, которая располагалась на Старозятельском тракте. При строительстве новой дороги, конечно, часть горы срезали. Она была более живописная такая гора. И здесь стояла деревня Лумпово. Вот Лумповский пруд. Кстати, была еще был лесопункт Лумпово с таким же названием, где заготовляли лес. А это деревня Лумпово. Старинная деревня была. Ну, Лумповский пруд на месте стоит, дорога есть. А на месте былой деревни Лумпово, как мы видим, даже старых деревьев нету. Тут все, ну, почти что нету, да. Здесь удмурты проживали? Да, проживали удмурты, и многие из них потом ушли на лесохозяйственные работы. Был лесопункт Лумпово, рядом был лесопункт 13-й поселок. Ну а место деревни для удмуртов типичное, видите, южный склон, теплый, защищенный от холодных северных